Потому что, смотри, сейчас, к сожалению, есть откат. Сейчас вот снимаешься ты в сериале и смотришь, вот как бы так, бац-бац, а в главных ролях все московские актеры. А этого уже не было. Что, у нас сейчас так? Вот я недавно снимался вот в сериале, где практически все главные актеры, роли российские актеры. А они снимаются тут? Да. Но оно всегда так было. А у них спрашивают, там, чей Крым, там, любишь ли ты Путина, нравится ли тебе война? Я тебе расскажу историю. Значит, когда был 2014 год, вот когда начался 2014 год, здесь снимался фильм, я не помню, как он назывался, я в открытую схлестнулся, есть такой российский актер Векслер, который вдруг стал мне рассказывать, как нужно жить. Тут, в Украине? Тут, в Украине. И еще с одной актрисой, я фамилию называть не буду, я зашел в гримерную, она рассказывала, что мы не знаем истории, мы не понимаем, что происходит. Я сцепился с ней так, что потом директор фильма вызвал меня, говорит, или ты сейчас наладишь с ней диалог, или я тебе вообще перекрою кислород. Слушай, ну интереснее про сейчас. Вот сейчас, ты говоришь, ты лично видел кучу российских актеров здесь, да? А есть уверенность в том, что они завтра вот снимут их в фильме в этом, а завтра он выйдет и скажет, правильно Путин там всех там фигачит в Донбассе, да? И потом этот фильм нельзя будет пока, неужели они даже этого не боятся? Вот снимают продюсеры фильма, а вдруг он завтра за Крым наш подпишется, и это есть прямой запрет на трансляцию таких фильмов? Нет, не боятся. Не боятся. Дело в том, что, к великому сожалению, они тут чувствуют себя главными. Я уже не говорю про гонорары. Да? Да, конечно. Вот у меня был сериал, и, значит, главный герой, а главная героиня. Главная героиня наша актриса, а главный герой московский актер. Сколько разница? Она мне сказала в 6 раз. А по морде дать ни разу не хотелось вот за этот расизм? А он тут при чем? Ну, не ему, продюсеру. Ну, наверное, всегда хочется. Наверное, всегда На хочется. самом деле это расизм. Вот это настоящий расизм. Это украинофобство. Да, но это расизм. Это вид Это расизма. украинофобство. Потому что, ну, и когда ты говоришь, начинают объяснять, ну, ты понимаешь, этот же сериал должен продаваться. Это тоже одна из проблем. Как-то об этом не говорят. Но это существенная проблема, потому что он продается в Россию, он продается в Казахстан, он продается в Белоруссию, он продается еще А куда-то. вообще-то нормально продавать сериалы агрессорам? Наверное, нет. Наверное, нет. Это болезненная тема. Вот смотри, вот есть актеры, как Рима Зюбина, как Ирма Витовская, они принципиально не снимаются. Да. Это просто позиция. Может потерпеть какое-то время, пока война идет, да? Может, как-то можно обойтись без чего-то, да? Ну, понятно, не в окопе сидеть там под обстрелами, но хотя бы что-то, ну, я не знаю, чем-то пожертвовать чуть-чуть за свою страну, когда она воюет. Это риторический вопрос, я вообще не Ну, должен это, так говорить. наверное, это правильно. Это правильно, так и должно быть. Но тогда должны делать так все.